Nelerle болотом садится снабжена. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать сегодня на первом гастрономическом театре «Вкус Якутии». Разрешите представить Дмитрий Громов, генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия. И очаровательная Татьяна Александровна Тырмырова, председатель Национальной ассоциации гостеприимства, профессиональный союз рестораторов и ательеров Республики. Мы очень рады, что сегодня первое наше такое творческое мероприятие, наш новый проект Якутия, как гастротеатр, сегодня пришли вы поддержать нас, посетить наш ресторан «Муская». И благодарим всех. Сегодня давайте друг друга поддержим бурными аплодисментами. Вы первые гости на территории Республики Саха-Якутия, которые посещают гастрономический театр. Сегодня мы для вас подготовили интересное мероприятие. Оно уникально тем, что сегодня впервые для вас представят уникальные блюда наших шеф-повара, имен которых многие, возможно, и не знают. Есть те, которые уже известные и на слуху каждого якутянина. Ну и, конечно, есть те, которые впервые сегодня будут дебютировать перед вами. Это наши молодые шеф-повара. Согласитесь, все мы здесь сидящие ходим на спортивные мероприятия и болеем за определенных спортсменов или олимпиоников. Так? А также мы ходим в театры, где у нас есть любимчики актеры, или же на концерты, где нам интересно, что нам нового споют или в каком наряде сегодня выйдут. Но люди труда. В этом году в республике объявлен год труда Исером Сергеевичем Николаевым. И люди, которые работают 24 на 7, сегодня достойны также перед вами стать звездами этого вечера. И сегодня наше мероприятие также посвящено 100-летию наркомата и АССР. Мы знаем, что уже 100 лет торговля в Якутии развивается. И мы знаем, что сфера общественного питания также развивается вместе с торговлей. И мы, как ассоциация, уже 10 лет развиваем нашу сферу. 10 лет рестораторы удивляют и создают благоприятные условия для гостей и тот сервис и высокую кухню, который на сегодняшний день каждый якутянин уже видит. Туризм в Якутии на сегодняшний день состоит из 3 профессиональных сообществ, которые являются ассоциациями. Первая ассоциация – это ассоциация туриндустрии Якутии. Это ребята, союз турагентов и туроператоров. Это ребята, которые отвечают на вопрос за качественный привоз гостей в наш регион. Вторая ассоциация – это в лице Татьяны Александровны. Это союз ательеров и рестораторов. Они отвечают на вопрос, как правильно встретить нашего гостя. И третья ассоциация – это союз местных производителей, которые отвечают на вопрос, что с собой увезет наш гость в память о Якутии, о моменте, счастливых моментах, которые они побывали на нашей территории. Сегодня мы вас погрузим именно в гастрономический туризм. Мы покажем, что вообще в Якутии можно увидеть. Мы покажем, что можно посмотреть и что можно попробовать. И также у нас в эти дни проходит республиканский форум предпринимателей. Давайте поаплодируем всем предпринимателям, которые здесь. Ну что, давайте представлять наших шефов. Итак, вашему вниманию шеф-повар Семен Ноев. Пожалуйста. Шеф ресторана Николай Накасов. Шеф-повар ресторана Red Green Семен Тарбаков.
что ребята в течение нескольких месяцев готовили специально к этому вечеру. Спасибо. Ну, сейчас ребята будут готовиться к презентации, а я расскажу, что мы будем сегодня пробовать. Сегодня мы представим 6 курсов. Первый курс – саламас с филологией орехами и вяленым сердцем Сахатова от шеф-повара Семена Ноева. Второй курс – строганина секой стига от шефа ресторана «Усадьба Атласовых» Николая Атласова. Третий курс – индигирского с календулой от шеф-повара ресторана «Редгрин» Семена Тарбахова. Четвертый курс – салат жеребятина, томленая с осенними овощами от шеф-повара ресторана «Узкая» Игоря Кухарева. Ягодные наливки будут представлены от управляющего ресторана «Аврора» Аяла Семенова. Пятый курс – оленина с брусничным соусом от шеф-повара ресторана «Седьмое небо» Иван Решетников. Алтыскар чай от администратора Центра якутской кухни «Махкал» Егора Семенова. И шестой курс – авторский десерт «Кёрчак карамелью» от сушефа ресторана «Антонелю» Изабеллы Андреевой. Красной нитью сегодняшнего вечера пройдет следующий посыл. Якутия славится своими аграриями. Мы народ, который давно занимается скотоводческой деятельностью. У нас лучшая говядина, лучшая жеребятина и лучшая оленина. Все блюда, которые представлены перед вами, изготовлены от наших именитых поставщиков. Каждое блюдо имеет своего поставщика, свою фирму, своего производителя. И вы можете это знать. Притом, любой из сидящих здесь наших гостей может эти блюда, точнее эти продукты приобрести в любых магазинах города Якутска. Это возможно благодаря тому, что сельское хозяйство у нас развивается. Но то, что у нас появилось на тарелке, это результат работы тех людей труда, которые работают в сфере производства и переработки сельского хозяйства. Итак, сельское хозяйство, переработка, общественное питание и человек равно удовольствие, впечатление и удивление. И по традиции каждого гостя нашего региона мы встречаем особенным способом. Каждого гостя нашего региона мы благословляем. Благословляем словами именно через людей, которым от Всевышних дозволено такие слова производить. От людей, которым дозволено обращаться к высшим силам для того, чтобы транслировать то, что через слова, через действия поможет преподнести. Итак, обряд Алгыс, благословение. Передаем слово Валентине Иннокентьевне Атласовой, человеку, благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву, Есис Василию Николаевичу в свое время обрели опыт в Аляске. И нам, якутянам, показали, что туризм на нашей земле возможен. Они в свое время открыли проект «Сото». Сейчас Валентина Иннокентьевна и Василий Николаевич являются целой династией. Они являются обладателем нагрудного знака за вклад в развитие туризма и гостеприимства, учрежденный министром Тимуром Юрьевичем Кандыем. Валентина Иннокентьевна Атласова, перед вами. Разрешите. Добрый вечер. Сегодня в Тайване праздник гастроужин. Человек живет долго, если у него развиты все чувства, и в том числе чувство вкуса. Сегодня вы это сами себе почувствуете. А чтобы все хорошо прошло, и чтобы верхние силы в духе этого дома великолепного привечали, мы делаем обряд. Сначала пойдет запах. Запахами очищались. Сейчас пойдет запах, самый легкий в мире, запах бересты.
Turbadım, can cahil и разжигаю огонь сегодня вашим именем. Дух огня самый сильный из всех духов. Имеет 3 тени. Даже если разжечь тоненькую спичку, можно увидеть, что это огонь и не что-нибудь другое, потому что у огня 3 тени. Дух огня дает вам сегодня такие сильные знаки. Пламя, которое первое шло, очень толстое. Значит, люди, пришедшие сюда, крепко стоят на своих двоих на этом серединном мире. И очень высокое пламя. Значит, долгожители серединного мира. Теперь я угощаю сегодня дух огня, даже Соломана. Бүгінде бұл туғанға, улахан сығалға, иннекіләк кескілләк, дәрәңіне келетті болды. Қамны да боларын құрдық, өріс бара көрікті аладынан аяқ тудан, бүгінні дәрәңін өрдік дағына асты. Әттәқтері арыйдың саңлары, Арас саналар, сибирилер gelenlere dostluğa oldu. Üyeler tutar. İlceket bir cehöveyim siyediler. Üstülükler büyümekten, gençlik sıdıkta haram, üyeha yıllardıktan, kördeha dağlar. Ürdükme Allah'ın yıllarım. Bu mustanlara, hakam gelecek biller gönlürdün, innelerden kendilerden küveye tüher. Üst kutlar kolbuğu da, cevap kalır. Keskinler, kiyeliler, kesler. Üyeha yıllardın, çubuğadan kul. Ürdükme Allah'ın ölüm ayınlarım behdek olur. Kahın kamnada boğalar, kocanınları, bukalarları, yenilerinden, kendilerinden köye tünen, görev istemeyeceğim. Sanaların sargılığıdır. Dep bedemekçi oldum, sanar bıdımal kız oldum. Tüyektim, kömüre yöktüm, doluktum. У нас светлые силы обитают 9 ярусами на небе. И я обращаюсь к ним сегодня. Оберегайте всех, попрячьте самые дальние закуточек, куда духи никогда не заглядывают.
обряд совершали только мужчины-шаманы. И совершали этот обряд только летом. Заранее готовились, ударные инструменты готовили. И 3 дня и ночи заговаривали только колотушку. Заговоренную колотушку кидали через голову назад далеко, шли искать. Смотрит, как упала. Может, села, может, на бок упала, а может, навзничь. И в какую сторону смотрит. Этим определянием, что будет дальше, как все решится, каким исходом это будет. Вот для этого использовали этот обряд. Теперь у нас ударный инструмент шаманки. Называется аджаха. Делали из белого дерева, из березы. Шаманка сначала зовет своих помощников. А это птички прилетают. Сверяют, прибегают. И постепенно, начинает действовать. Услышав цокот копыт божества, обитающие на первых и вторых небесах, одарившие людей 3 духом, вы все вышли из матери, у вас есть дух лона матери, красного цвета, потому что вы с кровью вышли. Вы пришли головой вниз на землю, земля черного цвета. И чтобы остаться живых, работать, жить, продолжать род на этом серединном мире, вы вздохнули воздух. Верхние силы их скрепляют, что вы дуете.